Дорогие друзья, в руках у меня удивительная вещь – это украшение на косы. У нас в Якутии все девчонки предпочитают носить длинные волосы, отращивают, и чем длиннее коса, тем считается краше наша девушка-якутка. И вот это вот блюм-блям, вот знаете, вот здесь вот как можно больше вот этих всяких вот таких вот звенящих красивых бубенчиков, это, ну, прям вот считается вот супер-супер. И, кстати, вот такую вот косоплетку носили наши бабушки, прабабушки, и вот таким вот образом, когда они были молоды, в общем, украшали себя вот такой вот деталью. И сегодня мы будем заниматься изготовлением вот такой вот вещи с помощью разных таких вот, ну, бисерин, бус и так далее. Поможет нам со всем этим делом и проведет для вас мастер-класс педагог по труду, по технологии Любовь Михайловна Дмитриева. Она приехала к нам из Бердикистяха, Горного района. Здравствуйте. Здравствуйте. Бердикистяк далеко? Близко, 2 часа езды. Вы преподаете в Бердикистяхской школе, да? У вас Да, много школ? имени Семена Петровича Данилова. Центр у нас 3 школы, гимназия и школа, средняя школа Афанасий Николаевич Осипов. Вот, целых 3 школы у вас получается, да? Ну, довольно большое село, да, но это все-таки райцентр. И очень много известных людей у нас из Горного района, которые прославили Горный район, и не только, а наш регион, вообще север. Ну, например, Афанасия Осипова знает весь мир в изобразительном искусстве, великий художник. Вот. Очень... Августина Филиппова. Ой, это тоже... Модельер. С мировым именем. Ну и вы являетесь как раз тем человеком, который воспитывает маленьких гениев, которые дальше будут прославлять ваш замечательный район и нашу республику. Да? Да. Вот. Ну давайте поговорим про вот это вот изделие. Почему именно такого вида? И ну, как вы пришли к тому, что надо вот именно по такому виду изготавливать вот эту деталь одежды? Основываясь на этот учебник, основываясь на этот учебник Носова Михаила, нашла вот картинку украшения косоплетки. Это краевед, известный художник. Да. И я сама вот дочке, когда была маленькая, ей всегда с бисером делала украшения якутские. И вот когда она была в детском саду, вот такие делала. Да, как солнышко, да? Кюнь. И потом... По-якутски кюнь — это солнце. И потом хотела, основываясь на этих канонах, хотела сама изготовить, и вот так получилось. Это косоплеточка, да? Это уже накосник. Накосник. На короткую, на кончик волоса, вот так. И сама каждый день надеваю. Надеваете и вообще вот, да, это здорово, очень красиво. Как-то помогает. Помогает вам чувствовать себя. Цельно чувствую, уверенно. Ой, это здорово. И слушайте, связь с предками как-то. Да. И вы чувствуете, что поддержка родной земли, родной культуры. Ну, в общем, это удивительная история, когда у нас в Якутии возрождают те детали одежды, украшений, которые были, ну, в общем, у наших вот предков. Классно, да? Здорово. Ну вот, тем более такая вот деталь, ну, скажем, это же красиво, да? Это вплетается прямо вот с помощью как бы вот этих, да, завязочек? Раньше на равдуге шили. Вот. Из равдуге? Это замша. Да, а я вот по-новому на бейке. На бейке, да? На бейке. Ну, это современное. Ну, можно тоже. Да. И в кончиках вот сама делаю вот из латуни подвески. И вот бубенчики тоже делаю сама из латуни. Ну, кстати, раньше, мне кажется, да, ну, наверное, если почитать эту книжку, станет понятно, что вот такие изделия, они были разные, да, по, скажем так, ну, допустим, из каких-то дорогих материалов, да, то это носили кто-то побогаче, допустим, да, из серебра. И даже из золота, наверное, да? Да. Вот. Бисер, кстати говоря, у нас приходил из Запада и из Китая, да, ну, все эти вот века прошедшие.
Вот, поэтому, конечно же, вот это украшение для волос, оно было очень, наверное, дорогим. И наверняка входило в приданое каждой девушке. Да. Мгм. У каждой девочки это было. Ну а сейчас, когда есть изобилие всего, можно делать по своему вкусу, вкусу. для каждого наряда, наверное, да? Даже некоторые вот эти не только на косу, да, можно и головной убор. И как пояс, может быть, да? как пояс, Использовать. как воротник делают. В этническом таком вот стиле. Видите, сколько, По-разному. да, в современном, так сказать, прочтении несет в себе вот это вот накосник. Или я вот путаю косоплетка. Косоплетка. Это косоплетка. 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 На длинную косу. На длинную косу. Это тоже на длинную косу? Да, это тоже на длинную Ага. косу. То есть можно даже, понимаете, вот так вот, наверное, очень длинно, если косы, ну, скажем, не хватает, да, так можно сказать. и как декор. Да, можно как декор и ее подлиннее сделать, и получается как бы две косы, да? Да. Вот так вот ходить, вот так вот важно. И да, что, какие у меня косы. Так, ну давайте начнем изготавливать. Что для этого нам нужно? Ну, я приготовила бейку. Пока мы это убираем, да? Смотрим потом внимательно, почитаем И эту берем книжку. иглу Так. с ниткой. Это беечка. Мгм. А так, по идее, это, ну как вот здесь вот из кожи, да, из замши. Вот это вот у нас беечка. А я думала, это замша, оказывается, это просто бейка. Это бейка. Ага. Можно и вот на замшевый шнур можно сейчас. Переплетенные уже косички продаются, длинные веревки. И можно по-современному такие тоже изделия. Уже из вот они из архаичной сплетённые, да? можно по-современному такие готовые подвески. Купить можно вот такие подвесочки. И всё. Ага, и Быстро все. получается. То есть, как бы, допустим, ну, за один вечер можно, в общем-то, Да, быстренько через 3 часа можно сплести. уже будет. То есть вот этот вот, я так понимаю, где его? И как резинка на тут. резиночку, ага. И можно или у основания косы, да, сделать, и вот переплести косу, или же где-то, ну, как вам удобно, в общем. И что, какой эффект вы хотите, так сказать, создать, да? Вот. А так, знаете, прям вот очень приятно. бубенчики. Вот так вот идешь и звенишь. В общем, да. Классно, красиво. Для этого сперва берем вот бейку и так. Вот здесь, смотрите, вот эту беечку, здесь у нас уже заготовочка есть, и вы вначале ее уже обработали, Нижнюю да? часть уже обработала. А чем вы обработали, как обработали? Тоже вот самодельная трубочка мой коллега делает. Скручивает из латуни. Это тоже учитель труда у вас, да? Трактоведение ведет педагог Владимир Ильич. Как ведет? Трактоведение ведет. Трактоведение. Это Да, в смысле курс. трактор есть? Нет, по трактору права выдают. Понятно. Ясно. Я думаю, может, они трактора собирают там уже в школе. Современная школа. запчасти Думаю, вот это вещают. да. Так. Понятно. И Значит, и вот потом он вдеваем вот вам эту помогает. трубочку. Вообще у вас, наверное, в школе все очень творческие учителя, у да? нас очень Помогаете друг творческие. другу. Да. Учитель ИЗО Иркустана Анатольевна тоже, у нее хобби есть, куклы делает. Куклы? Да. А вот по труду мальчики учат Николай Федорович. Там он гончарным искусством, и скульптурой занимается. И То есть, смотрите, вот мы вдели вот эту штучку, да, вот ну, в смысле, вот эту вот трубочку. И теперь за кончик вот вы подхватили и впихиваете ее тоже в этот, ну, конец впихиваем назад. в эту трубочку. Через дырку. Обратно найдем. В эту трубочку. И у нас получится такая... Вот такой. Потом будем соединять вот кончик. Ну вот так вот, смотрите, вот деталь. вот эту деталь. Это Вот уже у нас как вот бы такая получилась. вот получилось. И потом закрываем вот бейку потайным швом.
Угу. Ну, потайным швом, наверное, все умеют. Конечно. Шить это самое первое наперво как бы. А потайным швом ведь раньше изготавливали вообще всю одежду, наверное, да? Да, машинки Шили. не у всех было. Ой, бедные женщины, боже мой, это сколько ж труда, когда не было Зингера там, ну и других вот машинок. Да что там говорить, с иглами были проблемы, да? Не хватало игл. Это прям очень ценный такой товар был. Сейчас вот при таком изобилии, когда можно купить все, что угодно, но мне кажется, вот ручной труд это самый-самый сегодня он такой ценный, да? Вообще бесценный, можно сказать. И не держа в секрете, надо поделиться, учить всех, чему знаешь, умеешь. Что ты знаешь, что ты умеешь. Ну да, все. Ой, так красиво, так аккуратненько. В общем, вот смотрите, вот так вот получилось. Даже прям на первый взгляд подумаешь, что это... А что-то я сижу, давайте я вам помогу. А вот этот труд сейчас преподается только девочкам или мальчики тоже? Да, мальчики и девочки единой программой обучаются. По одной программе? Да, по одной программе. То есть это получается... Все модули должны все знать. Все модули? Да, все и модули. Девочки, и мальчики? И кулинарию, и шитье, и деревообработку. Мальчики тоже и девочки? Да. Ого, вот это да. То есть девчонка, по сути, получается, ну, по версии разработчиков таких учебников, должна и борщ сварить, там, допустим, оладьи постряпать, и еще и дом построить, да? Или как? Ну, разбираться в строительстве. Ну, это здорово. То есть шуруповерт, вот это все дела, да? Строительные инструменты, материалы должны же все знать. Ой, ну я считаю, что это очень ценный навык. Электродрель, да? То есть все вот эти вот инструменты должна как бы это... В общем, девочка должна владеть всем. А мальчики, например, вот вы, ну, допустим, вот вы же учите шить, они тоже учатся шить, да, мальчишки современные или как? Ну, некоторые желающие. А, желающие, да? То есть я так понимаю, что какой-то, вот, допустим, у вас какие-то уроки идут совместно, да, с детьми, и с девочками, с мальчиками, а какие-то чисто уже вы разделяете. Есть такой, да? Да. Ну, наверное, это... Ну, кто больше часов по выборному модулю, больше часов учится, кто углубленно хочет. Углубленно. И получается, тогда они записываются, берут больше часов, да? Вот такое образование у нас сейчас, да? Так. Ну, интерес учащихся превыше всего. Ну, конечно, да. И что вот у вас дети, они выбирают, часто выбирают именно технологию, труд? Ну, преподающие часы преподаются, но вне урока желающие подходят, которые желают участвовать в конкурсах, выставках. И то есть они хотят научиться шить там то или иное изделие, например, да? Или легкое платье, там, допустим, национальную одежду, да? Или вот, допустим, косоплетки. Да, проектные работы ведутся вне урока, пишут доклады. Подождите, вот вы уже как бы, ну, в общем, я пока тут, короче говоря. Уже вот начала. То есть вы уже все прошили, что ли? Нет. Так. И вы уже начинаете плести висюльки. То есть это можно одновременно все это делать, да? Сразу вот нитка не закончилась, сразу можно приступить к одеванию бисеров и по своему вкусу, цвету выбираем. Ну, желательно, конечно, чтобы это было, наверное, гармонично не в разнобой, а определенный как бы рисунок, ритм какой-то был, да? Ну, я вот немножко по современному видению, да? Вместо этого должно было быть трубочка, да? А вместо этого я вот цвет такого бисера заменила. И получается у меня весь бисер становится вот вся висюлька. Должно было быть с металлом, трубочкой. Обычно традиционные цвета это белый, синий, черный и вот такой желтый. Ну, то есть вот то, что символизирует вообще представление наших народов вот, о мироздании вообще, да?
И вот берем латунь, Так. я уже принесла. Латунь вы где-то покупаете или это ваш мастер-тракторист это все делает? Он тоже помогает. Помогает, так. И вот у меня по моему заказу он сделал мне вот такие шипцы, Ух ты! которые делают дырки. То есть смотрите-ка, он вообще классно. То есть получается самодельное такое как бы до Он мастер по металлу. приспособления придумали. Так, можно все. С какого возраста ваши девочки начинают изготавливать такие изделия? Даже ученица начального класса, 4 класса, ну, по желанию родителя, ну, тоже девочка тоже пожелала. И пришла и себе сделала вот такие. Но вот это ее работа. В этом разница в том, что можно использовать готовые вот шнурки и вот дырка, вот размер бусин побольше, чтобы было. И вот такие получились. Это она Ну вообще ваши девочки это популярно, вот они носят, да, ну прям в повседневной жизни. Да, в начальных классах Не особенно только на носят. праздники. В начальных классах девочки носят, особенно учащиеся начальных классов. Здорово. Ну и вы носите. Ну и сама показываете тоже всем пропагандирую. пример. Да. Вот, бусинку мы пришиваем. И вот Как сделать монетку. нужно? Монетку, да. подвеску, да. Ага. Подвеску 2 раза вот прикрепляем. Но раньше вот в тех, как, ну, вот эти накосники, которые были найдены в местах захоронений, знаете, вот удивительное дело, но вот эти вот, как сказать, вот эти вот, ну, бляшечки, да, которые вот латунные, они были тоже из каких-то там дорогих, допустим, видов металла и латуни в том числе. Это были, ну, реально какие-то жетоны. Да? Так, вы возвращаетесь, то есть вы, смотрите, вот пришили вот эту штучку и потом идете потихоньку обратно, да? Ага. Это где-то через штучки 3-4 вот так вот вдеваете, ну, как бы обратно, во да? всю. Ага. Всю иду, потом еще раз вот прикрепляю вот к концу еще и через вот этих 5 штук Идете иди обратно, чтобы вторую висюльку сделать. Все хотим возродить, Художницы, модельеры на весь мир, да. передать новому поколению что-то. Любовь обязательно к культуре своего народа, да? Так, вот, значит, вы сейчас опять набрали равное количество. И вот, смотрите, вот 2. Как бы получается, у нас на начало, да, это вот одного цвета, вот, ну, вот такой вот граффити, да? Цвет такой у нас. Это бисер. под волос скрывается, это будет видно. Да. И получается, да, действительно, они какие-то такие воздушные тогда получаются, да? Ну вот, кстати, нитки используются разные, да? Ну или определенные Ну, я какие-то. швейные использую. Вы швейные используете. Но кто-то использует, допустим, какие-то... Ну, для бисера, использую мононить. И мононить можно, да, использовать? Но мононить, если... Мононить, если использовать, то она будет вот так, как-то твердо будет держаться. Она не будет стоять, она не будет у нее такой легкости, Да, как бы легкости подвижности, нет. да? Но по цвету вот веревки можно, вот черную набрала, да? И вот как-то не очень. То есть это ваши девчонки делали или вы сами? Ну, я сама попробовала. Так. То есть как бы вы еще и как бы экспериментируете с цветами, с материалами, да? Ага. Вот. И что интересно, разные получаются. Не похожи на друг друга. Чем-то немножко отличаются. Ну да, каждый- свой характер, каждый кусок. конечно, свое изделие, своя какая-то вот, ну, энергетика в каждом изделии.
В общем, каждая девушка, наверное, наши предки, да, должны были изготавливать все эти изделия сами для себя, да, самостоятельно. А латунь, она, наверное, все-таки имеет вес какой-то, да? Чем можно латунь заменить? Можно заменить на вот, ну, обычно бывает же готовые, вот, где сейчас продаются. Совершенно легкие какие-то, да, материалы? А вот такие. Ну, не чистый металл, но наподобие. Вот, посмотрите, да, фигурные, вот в нашем якутском. Концевики. Да. Ага. Такие разного вида, разной формы. Разного вида, разной формы. Вот, посмотрите, вот они. Ой-ой-ой. Вот. Все это можно тоже все использовать. Да. Но вот это вот гораздо легче, чем латунь, например. Хотя она, казалось бы, нет, они одного примерно веса, я так думаю. Вот. Но это, я говорю на предмет того, что, ну, допустим, изделие, оно же должно быть легким, все-таки, да? Лишнее там. Ну, тогда допустим. можно использовать бисер пластиковый. Даже пластиковый, да? Да. Ну, это на повседневную такую жизнь, если вы хотите, Ну, обычно там для детей. украшать. Для Пластиковый. детей. Ага. А вот чешские, это стекло, Мгм. очень дорого смотрится. И добротно смотрится тоже. Мгм. То есть, если изготовить вот такой вот, ну, накосник, да? Косоплетка, накосник. Косоплетку, накосник, то можно его потом передать своим, наверное, своей дочке, да, внучке. Даже делать подарок для близких, для подруг, если уметь шить. Ну да, конечно. А вот скажите, Сейчас модно же посещать вот такие разные мастер-классы. а у Очень вас в основном. селе, например, вот ваши приходят взрослые, мамы, например, Да, дочки с родителями. дочки с родителями приходят Да, на ваши разные. мастер-классы, да? Вы проводите мастер-классы у себя в селе. А из других сел приезжают? Ну, когда если вот смотр духовности бывает же, да, фестиваль Насляков, там сами приезжаем иногда, иногда сами приезжают. В соседние Да. села. И вы делитесь, наверное, своим вот опытом каким-то, и в то же время учитесь у своих коллег, да, чему-то новому. Конечно, у всех свои Секреты. секреты. Мгм. И вот в конце бубенчик вдеваем, и обратно тоже идем, прикрепляем тут, а тоже обратно вот 4, можно 6 штук. И все. Вот такое изделие будет уже готово. И в конце можно вот эту часть, шнурок или резинку можно прикрепить к корню волос, где коса будет. То есть там завязать. А как, кстати говоря, и ее вплетать? Вот целое дело, вот теперь косоплетку эту. Сначала волосы, да, Ага, вот прикрепляем. Да. а потом уже вплетаем в каждую, ну, в общем, Ну, прядь. в каждую По прядь. очереди, чтобы вышло такие вот висюльки, чтобы вышли. Аккуратненько. Аккуратненько. Слушайте, а самостоятельно-то можно вот заплести? Или это должен кто-то заплести? Кто-то должен, наверное. А если вот накосник, то самой можно навязывать. Да, слушайте-ка, вот знаете, это надо вот действительно заморочиться вообще-то конкретно вот так вот. То есть мало того, что нужно самой изготовить вот этот вот элемент, так сказать, головного убора, и плюс еще все-таки, когда вы заплетаете, либо надо как-то очень хорошо потренироваться, чтобы раз, ловко. Почему, да, то есть это не в волосах должно быть, а это должно вот поверх. Слушайте, а можно ли, например, волосы заплести, а потом вот там вот это вот привязать? Можно Хвостик, тоже. и потом да, просто сверху. обвить, да? Сверху, да, по-разному. Некоторые на волосы просто держат
Некоторые вот круглые. Мгм. Обвивают вот так вот. То есть, в общем-то, слушайте, ну такую красоту вот грех не носить, как говорится, да? Так что девочки, Ну, девушки Ну, обычно замужняя женщина в одну косу. в одну косу. Мгм. А Косу, девочки? а маленькие? девочки в две. Ну и Вот. девушки, наверное, тоже Вот в две две косы, вот да? равные лежат. Ну что, дорогие друзья, вот, собственно, почти получилось у нас, ну, не до конца, потому что это, в общем-то, занимает много времени. Просто показали детали, как можно изготовить и из каких деталей состоит вот эта замечательная наша косоплетка. Вот. Я вот эту шила 6 часов. О, посмотрите-ка, 6 часов, между прочим, это ну, достаточно. 2 дня. Ага, это из бейки. В общем, из каких деталей состоит косоплетка, мы все поняли. Вот эти 2 шнурочка, они крепятся у основания косы, ну, завязываются, да? Можно и резинку. Мгм. Или можно резинку, оказывается. Вот это у нас вот хвостик нашей косоплетки, самый такой главный наш. Бубенчиками. Бубенчики, да. Почему именно бубенчики? Запугивает злых духов с глаз. Ага, отгоняет, то есть вот понимаете как? Красивые То есть, длинные волосы. Да, да. Это, в общем, вот такой вот смысл у этого изделия для наших волос. Ну что, девушки, дорогие женщины, будем пробовать?